Новые паспорта гражданина России, букеты цветов и Конституция ждут своих получателей. 4 иностранных граждан, все они девушки, через несколько минут станут полноправными гражданами России. Но для начала принятие присяги. Это последний шаг, прежде чем получить заветный документ. Клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права граждан и свободы, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Лидия Галаева до прочтения этих слов была гражданкой Казахстана. Родилась в Ярославле-Ингушетии, но позже вышла замуж за жителя Казахстана и перестала быть гражданкой России. На бумаге, но не в душе. Это мой дом, понимаете? Ну как так? Казахстан это не мое, я там не родилась. Я родилась тут, закончила школу, вышла замуж. Но он с Казахстана. Вы сегодня получили Конституцию, уже знаете или будете ознакомиться? Конечно, буду ознакомиться, это обязательно. А вот Людмила Чариева родилась и выросла в Киргизии. Гражданство этой страны для нее выбрал отец, Якуб. Он, как и все ингуши, был подвергнут депортации. Если большая часть ссыльных вернулись домой, семья Людмилы предпочла остаться. Девушку всегда тянуло на историческую родину, и в 2018 году она все-таки приехала сюда. 3 года уже работает учителем в школе. Решила все-таки вернуться на свою историческую родину, приобщиться к своей поближе традициям, культуре, к своему народу. Всегда хотелось, в общем-то, всегда тянулась сюда приехать. Я счастлива и рада, что я сейчас приехала сюда, наконец получила гражданство. Всего за день гражданами России стали 4 человек. Еще 16 ждут получения российского паспорта. Раз в 2 недели такая процедура у нас происходит. Ну и, как видите, в торжественной обстановке граждане принимают присягу. И тем, кто принимал присягу сегодня и в дальнейшем будет принимать, хочется пожелать, чтобы это было не просто пустыми словами, а, скажем так, отзывалось в сердце, в душе, и они, соответственно, были достойными гражданами нашей республики и Российской Федерации. Прием гражданства – это уже, как говорится, политическое веяние, да, и, скажем так, на уровне государственной политики. Все-таки расширение нашего государства является главным условием для процветания. Соответственно, дай Бог, чтобы все граждане были достойными нашей соотечественной. Запрос на получение российского паспорта растет каждый год. За 2020 год гражданство России получили более 500 000 человек. В основном это граждане Украины. Через МВД Ингушетии полноправными гражданами стали около 300 человек. Муслим Ганиев, Мухаммед Белакиев. Новости 24.